Хей, всем привет! Я вот сегодня встретился с Арианом Поповым, директор компании CityCard. И вот совместно продумываем, да, каким образом продукт продвигать. И пришли к мысли, то, что... Ну, по факту сейчас сколько у тебя клиентов именно по CityCard? Ну, было около 100, но были те, которые вроде оплатили, но не пользуются. И это очень плохо сказывается как бы на репутации там, системы, да. Я их там удалил, и осталось где-то порядка 30. Ну, сейчас обновляем. Вообще, что такое CityCard? CityCard это не просто приложение, где какая-то общая дисконтная система, нет. Это сервис, где у каждого магазина своя дисконтная система. Это, можно сказать, они публикуют, это место, где они публикуют свои дисконтные карты. У кого-то там накопительная, у кого-то бонусная, у кого-то там одна скидка, там, да? Вот, у всех по-разному. Та же дисконтная карта, только не пластиковая, а в электронном формате в телефоне, оказывается, у пользователей. Да? А у нас вот в приложении, что хорошо, там уже есть анкета. И когда человек, допустим, заходит даже через социальные сети, регистрируется в CityCard, эта анкета автоматом заполняется автоматически. Вот. И потом предприятие, допустим, заходит в личный кабинет в интернете там CityCard и смотрит по статистике. И там сразу, да, кто что воспользовался, кто активировал карту, кто добавил ваш магазин в избранное. И видно весь список и кого как зовут, все данные. И их просто можно как бы скопировать и вставить себе в 1С, чтобы знать, кто что. Ну, это ценный инструмент на самом деле. Да. Сейчас такая ситуация тогда получается, то что не то, что мало скачивания есть, а мало организаций, которые участвуют в этой программе. То есть их недостаточно. И в этом заключается главная задача наша, да, чтобы их, ну, как бы у каждого магазина, в который ты можешь зайти, там по проспекту пройдешься, там заходишь, допустим, в этот Восток, Ассоль, чтобы у всех у них был CityCard. Задача такая? Да. Да, можно. Вот такая задача, каким образом можно решить, как ты думаешь? Вот основное сопротивление людей, которые не хотят пользоваться CityCard. Какое? Мы говорим сейчас о пользователе или о предпринимателе? О предпринимателе. Сопротивление людей, да. Почему они не хотят? Ну, одно из сопротивлений то, что они немножко, возможно, не понимают. Ну, что, как сказать, тут, когда пластик, определенно есть физическая, да, там составляющая, можно потрогать и так далее. А когда мы говорим электронные, они говорят, ну, электронные дисконтные карты, да, а что это, зачем это? И тем более в свое время, в году прошлом или позапрошлом, очень много людей делало мобильные приложения всякие разные. А что мобильное приложение? А это не работает. Почему-то многие думают, что это не работает. Вот забыл сказать, с Арианом мы начали работать, вот как партнеры уже будем работать, да? И там получается по системе, по идеологии, вот, допустим, моих блогов, наверное, посмотрел, да, это по бесплатной рекламе. Вот это предложение же было такое, как сказать, от которого ты не мог отказаться, да, вот человек посмотрел и как бы сразу себе захотел, да, просто ничего не стоит, просто позвонить, сказать вот так, вот так, вот так. И на этом, на мой взгляд, да, снимается вообще 90% проблемы продаж именно. В чем заключается проблема продаж? В том, что невозможно дозвониться до как бы директора, до лица, принимающего решение. А таких людей как бы очень сложно заинтересовать, потому что, как сам знаешь, у нас на рынке предложений дофига. Вообще дофига. Рекламных кампаний дофига, всяких предложений дофига, всяких вот всего что угодно вообще дофига. И нужно быть выдающимся, чтобы оттуда выделяться. А именно вот выдающимся можно быть только при хорошем оффере, если у тебя есть 100% выигрышный оффер. То есть то же самое, то, что я сделал, допустим, по идеологии бесплатной рекламы. Сначала рекламу делаем, потом оплата идет по факту. То есть я сейчас в любую организацию зайду, расскажу про свою идеологию, и он начинает со мной работать. А точно так же такую же систему можно внедрить в CityCard. То есть, чтобы идеология должна быть такая, в любую организацию подходишь, рассказываешь о своей как бы предложении, да, и они 100% должны согласиться. Только в этом случае будет геометрическая прогрессия, взорвем, короче. Нужно вот эту проблему решить, боль.
Короче, людям нужно донести каким-то образом, да, что вот система лояльности, нужно этим заниматься и конкретно сделать про это какой-то блог или там видеоматериал или там раздатку. Ну, лучше всего видеоматериал, чтобы, допустим, маркетолог или руководитель предприятия посмотрел и подумал, я хочу внедрить эту систему у себя. То есть не обязательно там нашу систему, да, вообще в любую, это просто система лояльности, может он пластика распечатает и все такое. И тут уже будет вопрос стоять, а какой выгоднее, то есть пластиковая карта, сити-карта или другие системы. И в этом случае мы должны такое вкусное предложение сделать, чтобы конкретно выделяться. Да. Потому что изначально, когда у нас было там мало скачиваний, там где-то 5000 что ли, или там 4, мы давили на то, что это система лояльности, тогда ваша. Но система лояльности, это же подразумевается как LTV. Да. То есть есть такая штучка LTV, Lifetime Value, это жизненный цикл одного клиента. То есть не одноразово там пришел, купил булку хлеба, да, а конкретно каждый день заходит и покупает там хлеб, макароны и всяко. И вот все деньги, которые он приносит в течение своей жизни, это называется LTV. К сожалению, очень много предпринимателей вообще не понимают, что это такое. И как бы не берут во внимание вот эту систему, и из-за этого они тратятся, ну не то что тратятся, да, затрачивают свои усилия, средства и как бы свое внимание на одноразовую покупку, продажу. То есть я вот хочу объявить распродажу там обуви и начинаю об этом рекламу, там всякое разное, человек приходит, покупает и уходит, и получается я теряю клиента. А второй раз, когда хочу продать, то же самое, 90% своих усилий трачу на рекламу. А есть вот понятие LTV, когда ты затрачиваешься один раз в рекламу и систему выстраиваешь таким образом, чтобы человек один раз к тебе пришел, а потом с тобой остался. Вот такой клиент, он может принести тебе гораздо больше денег. То есть за все время своей жизни он приходит только к тебе. И вот эта ценность, если мы получится, да, сделать, донести до каждого предпринимателя, тогда сити-карт вообще. Ну, система лояльности вообще, и в частности в том же самом сити-карт, да, она как раз сделана для того, чтобы, ну, если правильно использовать, чтобы разовый клиент стал постоянным, да, они ловят разового клиента. Здесь, конечно же, вот как бы тренд идет на баллы, на бонусы. Кстати, а есть возможность какие-то семинары большие устраивать? Какой-нибудь зал или спикеров собрать, там конкретно предпринимателей собирать и на эту тему форум сделать? Я вот на самом деле об этом долго думал, потому что я вот общаюсь, да, с разными предпринимателями, но те предприниматели, которые начального уровня, они вообще не знают, что это такое. То есть даже вот средние предприниматели, они тоже не знают, что такое LTV. То есть они знают, да, как, ну, это, то есть жизненный цикл клиента и все такое, это одно, как бы, просто знать, а второе им пользоваться. Те люди, которые пользуются, они, как правило, очень грамотно выстраивают свой маркетинг. То есть рекламу делают таким образом, чтобы клиент один раз пришел и с ними остался навсегда. Вот если вот эту ценность донести, оказывается, нужно таким образом действовать. То есть, ну, коммерческое предложение подготовим и все такое, оффер сделаем, а наша работа будет заключаться еще на общая миссия для того, чтобы каждый предприниматель знал, что такое LTV и как этим пользоваться. Давай так сделаем. Ну, да, окей. То есть это уже не как будем огромную пользу приносить людям, плюс к карме там, как говорится, и еще будем на этом зарабатывать. Вообще же идеально. Да, идеально. На сегодняшний день в Якутске порядка 50 тысяч там предпринимателей активных, которые там, ну, реально что-то делают, да. Вообще зарегистрировано где-то 200 или 300 тысяч, не помню, да. Вот, давай поставим задачу, чтобы все они были в сити-карте. За 1 год. За 1 год? Да. 20 тысяч? Да. Чтобы все были в сити-карте. Чтобы у каждого человека был сити-карт, и у всех было, как бы все организации работали с сити-картой. А потом вот с этим результатом будем уже на другие города выходить, и там конкретно будем всем взорвем мозг. Ну вот смотри, да, что касаемо, допустим, той же самой стоимости. Когда ты смотрел мое коммерческое предложение, мы говорим, что вообще, там, если без всех скидок и там так далее, просто вот, да,
абонентская плата стоит 2000 рублей. Но вы можете заплатить за год сразу, а не помесячно. Тогда будет скидка 50%, тогда будет 12 тысяч рублей. Да? Вот. 3 месяца вы можете попробовать бесплатно. Ну вот сегодня, прямо сейчас вот такое предложение. Можете 3 месяца бесплатно пробовать. 3 месяца это довольно серьезный срок, где вы действительно можете там, определиться, идет, не идет, почему не идет. Вот смотри, вопрос-то в чем заключается? Когда ты придешь к какому-то предпринимателю, который вообще не знает, что такое LTV, как пользуется дисконтной системой, и ты хочешь продать, допустим, даже за 100 рублей, то он все равно подумает. Будет думать, зачем это надо. Да. Вот в этом заключается, по-моему, весь смысл идеологический. Нужно всем людям донести, что это нужно. То есть сначала родить спрос, а потом уже предложение придумать. Давай вот про этот блок сделаем и как бы конкретно будем продвигать это. Тем самым мы будем решать вопрос, будем очень много боли решать для предпринимателей, тем самым будем продвигать свой продукт. Все? А можно это продвигать вообще любым способом. Тут смотри, информационный повод вообще отличный. Какой? Ну, как бы, что такое LTV, грубо говоря, да, каким образом сделать так, чтобы на рекламу затрачиваться меньше, каким образом сделать так, чтобы клиенты всегда с тобой оставались, каким образом утроить продажи за какой-то определенный период времени, каким образом, если подумать, очень много же тем. Допустим, все эти темы можем в виде блогов или что-нибудь сделать и конкретно выкладывать, чтобы люди друг другу еще отправляли, да. И тогда вот вся эта система выстроится. Когда у всех появится ценность вот этих знаний, то, что вот есть, оказывается, такая система, как LTV, и тут же мы сразу суем, наше предложение, тогда они автоматически будут включаться. То есть вот в этом заключается именно оффер. Сначала они смотрят, что такое LTV, а потом сразу ссылка там на скачивание или там на заключение договора, там на заявку. Смотри, нам нужно сделать так, чтобы каждый предприниматель сказал: о, круто, я хочу здесь участвовать. Да? Да. Вот. Получается, либо это должно быть действительно бесплатно, но бесплатность, она, во-первых, не ценится, во-вторых, продавать бесплатность очень дорого, потому что ты должен везде рекламу сделать, да, для того, чтобы было бесплатно, а ты с этого ничего не имеешь, только тратишь. И очень долго ждешь, когда какой-то пойдет там эффект, там, не знаю, за клик или еще за что-то брать, да. Вот. И мы должны сделать что-то такое, чтобы это было не бесплатно, чтобы люди понимали, что все серьезно, что это тоже бизнес, да, что их не обманывают. Чаще всего думаешь, если бесплатно, значит, где-то есть мышеловка, где-то тебя поймают. А если ты ставишь определенный ценник, который там всех устраивает нормально, да, то он говорит: окей, я с этим согласен, люди зарабатывают. Не знаю, есть такие вещи, которые даже бесплатно не нужны, да. Тем более, чаще всего предприниматель — это человек с более высоким самосознанием, да, и он понимает, что все стоит определенную свою цену. Если мне что-то ценное дают бесплатно, либо меня обманывают где-то и потом поимеют, да, либо это несерьезные люди, с которыми, неинтересно работать. Вот. И рано или поздно это все рухнет. Вот. То, что ты говоришь, у тебя там, да, это тоже работает на определенный контингент людей, и у тебя не совсем все бесплатно. Тогда, я как говорил, это у тебя больше на консалтинг похоже. Вот. Но пообщавшись с тобой, ты это понимаешь, и все нормально. Да. Вот. И вот здесь тоже. Вот почему. Давай, прямо сейчас поедем куда-нибудь и протестируем. Несколько вопросов поставим. Пользователи дисконтной системой знают ли, что такое LTV и какие условия с какими условиями они 100% согласились бы участвовать в этой программе. Сейчас поехали в торговый дом, центр, да? Или как называется? Торговые ряды, Вектор, там хотим немножко опрос сделать. По нему 3 вопроса стоит. Понимают ли люди, что такое LTV? Пользуются ли они системами лояльности? Каким образом, да, и сколько на это затрачивает в месяц? И 3-й вопрос: каким образом мы должны составить коммерческое предложение, чтобы они 100% согласились? Вот походим, поспрашиваем, там интересно узнать, что скажут люди. Вот мы зашли в магазин Микс Дежур, познакомились с Галиной. Да, с Галиной. И Галина. Как раз таки проводим опрос по этим тематикам. Да. Выяснилось то, что для Галины было бы удобнее там оплачивать именно по факту, да? Да, по факту было бы. Так всегда же люди говорят. Так оно на самом деле есть.
Вот просто мы сейчас ходим и придумаем такое предложение, от которого никто бы не смог отказаться. То есть для вас это предложение было бы такое, да? Да, это было хорошее очень предложение. Актуально. Я наработала бы, действительно. Вот. А вы, значит, немножко понимаете, что такое система LTV? Ну, вот теперь понимаю. Ясно, хорошо. Мы вот, наша задача тоже стоит предпринимателей как-то ознакомить вот именно с этой системой. Будете следить за моими блогами, кстати. Буду про эту систему рассказывать. Каким образом сделать так, чтобы все клиенты становились вашими постоянными клиентами. Хорошо. Это было бы хорошо? Да. Тогда подпишитесь на мой канал, следите за нами. Да, спасибо за ответ. Хочу провести итоги именно сегодняшнего опроса. Походили по нескольким организациям, там больше 10, наверное. Мне, в большинстве случаев оказалось то, что почти никто не знает, что такое LTV. Но они имеют представление, да, то, что это система лояльности клиентов, что постоянный клиент больше денег приносит и все такое, но никто не знает, как это сделать. То есть, по сути, никто не знает, как этим пользоваться, что нужно для этого делать. По второму вопросу, сколько они затрачивают там в месяц, допустим, на всякие визитки, на карточки. В общем, где-то средняя цена получилась 1000 рублей. Это в том случае, если они распечатывают всякие вот бумажные визитки, и не считая пластиковых карт. С пластиковыми картами там получается немножко больше. По третьему вопросу, да, каким образом сделать наше предложение именно по сети карты таким образом, чтобы никто не мог отказаться. Все говорят к единому мнению пришли, что она должна быть условно бесплатной, то есть за проделанную операцию только, чтобы люди платили по факту. Так что видно, в каком направлении двигаться. То есть сейчас будем работать конкретно для того, чтобы вступление в сети карт было бесплатным. И оплата была только по факту проделанных сделок. Вот. А как это сделать? Это вопрос. Так что будем работать дальше над этим. По тематике семинаров или же видео каких-то инструкций, что такое LTV. Вы вообще хотите знать, что это такое? И как было бы вам удобнее? Смотреть какой-то видеоролик по поводу этого, или же посещать какой-то семинар, какое-то событие, чтобы постоянно было, да, на разные темы. Вот это тоже хотелось бы мне узнать. А потом посмотрю по результатам, и что будет гораздо, как сказать, востребованнее, то и сделаем. Это может быть видеоролик, или в блоге буду рассказывать, что такое LTV, и как и с чем его есть. Или же можем проводить какие-то семинары, приглашать каких-то спикеров по маркетингу и делать такие полезные встречи. Ответы тоже пишите в комментарии или отправляйте на почту.